У каждого дня в отделе участковых разное начало. Конечно, сам порядок заведен давно и блюдется нерушимо, но вот как сложится, какие события принесет, не всегда можно предположить. В подразделении 19 человек, участковых уполномоченных, среди них Генинов Валерий Циринбазарович. Стаж службы более 15 лет. Как вообще вы попали в службу участковых? В МВД или именно участковых? Вот именно участковые. Именно участковых. В 2015 году перевелся на должность участкового уполномоченного. То есть 8 лет практически. Да, 8 лет. До этого вы были? До этого занимал различные должности. Начинал с милиционера патрульно-постовой службы. Тогда еще милиция была. А почему именно был вот такой выбор? Он с чем-то связан? Именно служба участковых. Да? Нет, и в МВД вообще. В МВД? В МВД пришел как все. Многие ребята, мои друзья, пошли в полицию, предложили. Ну, я пришел, посмотрел, понравилось. В принципе, поняли, что ваше дело, да? Ну да. Получается, вот сейчас вот участковый, отличается участковый вот от других должностей, другой работы? Служба участковых, значит, как вам объяснить-то? Более шире, многограннее, то есть обязанности намного больше, широкий охват деятельности в целом полиции. То есть во всех сферах жизнедеятельности человека участковый играет роль, то есть решает различные вопросы граждан, жителей. У здания МВД в Алекминске установлен памятный мемориал. На нем несколько фамилий. За каждой своя история жизни. Прерванная. Потому что эти люди выполнили свой долг, как клялись. И да, все они участковые. Ежегодно к 10 ноября здесь собираются сослуживцы, чтобы отдать дань памяти. Короткий залп подводит черту. Такой день памяти сотрудников Министерства внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. И вот сегодня мы провели мероприятие по возложению цветов, венков к памятнику, который установлен у административного здания МВД России по Алекминскому району. Действительно, с двумя из двух этих сотрудников, имена которых высечены на этом постаменте, я служил. Два участковых инспектора полиции. Один Нелюбов Дмитрий Александрович, это участковый уполномоченный Синавского Нектат. И Тинкеев Евгений Иванович был участковым уполномоченным милиции в селе Чапаево. Служили долгое время с ними, отличными ребятами были. Но так получилось, что во время службы они отдали свои жизни во имя закона, служа народу. Ну и остальных, конечно, трех сотрудников имена мне очень хорошо известны. В свое время я здесь служил в отделе МВД России по Алекминскому району на различных руководящих должностях, в том числе и заместителем начальника отдела по кадровой и воспитательной работе. Проводил очень много исследовательской работы и ознакомливался с материалами сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. Нучин Петр Семенович, Степанов Анатолий Анатольевич, Старокомов Петр Иннокентьевич. Именем Нучина Петра Семеновича названа одна из улиц города Алекминска, увековечена его память. Погиб он в декабре 1968 года при задержании особо опасного вооруженного преступника. Начальник подразделения участковых уполномоченных майор Анастасия Олеговна Шараборина. Службу начала в 2007 году и также помнит события тех лет.
А с двумя ребятами вот мне, как бы, я отслужила с ними. Это Отработала с Тинкеевым. Я только, получается, пришла, и вот он практически в этот же период погиб. А с Димой Нелюбовым мы очень тесно работали, потому что я была участковым на тот период, и он был участковым. каким он был? Он очень добрым, вот народным участковым он был. Вот участковый с большой буквы. Да, и вот все село его уважало. Очень мы скорбили, когда узнали, что вот он погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Ну и в настоящее время мы поддерживаем тесную связь с его супругой Нелюбовой Светланой. Сын у него растет, Андрей. И вот он в кадетской школе учился. Участковый. Если не знать сути, кажется, что работа эта бумажная, спокойная, совершенно не требующая чего-то героического. Да и фильмы мы помним в основном «Уголовный розыск», «Таинственный АБЭП». Ответственность очень большая, конечно, потому что они отвечают за свое население, которое находится на их административном участке, чтобы у них не было такого, что совершенно убийство, нанесение тяжких телесных, бытовые травмы, кражи те же самые. Практически это вся его полностью работа проходит. Вообще, работа участкового отличается чем-то от любой другой? Конечно, он сутками работает, у него нет выходных. То есть постоянно? Постоянно, да. В любой момент, знаешь, к нему обращаются граждане, и он всегда помогает им. Бумажной работы много, соглашаются ребята, не отнять. Только никто не отменяет остальное. Выезды, встречи, беседы. Нет в ней таинственности. Работа земная, но требует предельного внимания, памяти, времени, понимания, смелости. А насколько часто бывает так, что вот такой вызов, он оказывался необходимым, потому что была настоящая беда? То есть вроде как все безобидно выглядело. Знаете как, получается, во-первых, мы реагируем незамедлительно на все сообщения, на любые сообщения. Обязаны выехать, тут же провести проверку. Если, да, иногда бывает, не подтверждается информация, там нужно, бывает, что просто ограничивается профилактические беседы и опрос. И если по данной информации не подтвердилось, допустим, никакого, то есть не было там состава административного, уголовного, то, соответственно, мы собираем материал и приобщаем данный материал в специальное номенклатурное дело, согласно приказу 706 МВД России. Но из этих сообщений, наверное, 50% информации подтверждается, к сожалению. Там имеет место быть насилию, допустим, сожители друг друга побили и так далее, или ребенок получил какие-то телесные повреждения, то да, по этим фактам действительно проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Назначаются все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которые устанавливают степень вреда здоровью, причиненную гражданину. И, соответственно, принимается уже окончательное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, передаче в орган дознания. Это сложно? Вообще сложно работать? Ну, если человек знает свою работу, сложного нет. Ну, я сейчас говорю именно не о труде физическом, да, а о моральном. То есть вот первый вызов, первые какие-то вот такие... Как вот это все переживалось? Когда это был еще совсем молодой человек, то есть вот первые случаи такие. Ну, первый случай, да, действительно. Конечно, когда ничего не знаешь, как бы это немного сложно. Но как сложно-то? Просто интересно тоже, когда молодой-то. Очень интересно. Как раз таки ждешь, лишь бы был вызов, выехать, проехаться, посмотреть, что там и как, разобраться, допустим. Когда совсем молодой, я только пришел, да, интересно было очень.
А когда уже с годами ты уже знаешь, даже уже заочно уже можешь знать, что и когда же двигаясь в пути туда, на место, уже будешь знать примерно обстановка, там, какая тебя ждет. Потому что уже наработан как бы с годами уже ты. Даже тех лиц, которые уже неоднократно вызывают, ты уже знаешь, что они, что хотят. Потому что неоднократно к одним и тем же приезжаем. Просчитан уже примерно алгоритм. Да, уже алгоритм просчитан. Ты уже знаешь, что тебя там ждет. Но тем не менее, никогда не нужно расслабляться, когда едешь. Всегда может быть что-то новенькое, там, допустим. Мало ли. Все чаще в суровой профессии прекрасный пол. Анастасия Олеговна свой выбор сделала давно. В МВД пришла, но я давно хотела, у меня родственники работали в МВД. И как бы, может быть, где-то видела, как они работают. И решила все-таки для себя, что служба в органах внутренних дел – это мое. И пришла служить. С чем сталкивается женщина? Вот, это же все равно немножко больше считается мужской профессией. Ну, трудности бывают, конечно, потому что женщина, она все-таки женщина, она хрупкая, она не такая, как мужчины. Когда пришли вот именно в эту службу, оправдались ваши ожидания, совпали ожидания реальности? Да, потому что я начинала вообще в этой службе с помощника участкового уполномоченного полиции, потом была участковым уполномоченным полиции. То есть всю эту службу, начиная с самого начала, я прошла, и я знаю, как ее проходить, как служить, и поэтому, возможно, наверное, мне легче в этом отношении быть руководителем подразделений и вообще как женщине-руководителю в службе участковых. Как вам пришлось, вот вы были участковым, то есть вам приходилось ходить в семьи, там, ну они же тоже попадаются разные? Да, я начинала, конечно, у меня был свой административный участок, я работала на административном своем участке, обслуживала его. Также у меня были правонарушители, с которыми я как бы контакт налаживала, наставляла на путь исправления. Есть у меня такие, которые состояли на учете, но тем не менее сейчас они уже обзавелись семьями, имеют достойную работу. То есть они стали людьми. Это называется, наверное, профилактика, которая приводит к тому, что человек меняется в жизни и становится человеком, не вставая на путь криминала. Такая вот работа, где сложно понять иногда, верный ли выбор и твоя ли это дорога. Полицейский – это дар или это все-таки просто работа, профессия? Это призвание, наверное. Не каждый может служить сейчас, тем более в наше время, не каждый может служить. Вот у нас молодые люди приходят, отслужив они, допустим, месяца 3, они уходят, потому что понимают, что это не их стезия, наверное. Это, скорее всего, призвание, что ты общаешься с народом, что ты служишь народу.